Первая официальная персональная выставка мастера буддийской иконы танка Бододалая Дугарова, посвященная 50-летию со дня рождения и 30-летию творческой деятельности, касается не только его лично, но и всех нас, помнящих об истории прошлого Бурятии. Может быть, поэтому на открытии выставки в Музее истории Бурятии имени Хангалова яблоко негде было упасть. Бододалай Дугаров, сын репрессированного Ламы Зарубчина, сам в свое время резко изменил свою судьбу. Выйдя из рядов КПСС, он посвятил себя изучению буддизма и из инструктора райкома партии стал гонимым властями иконописцем. И лишь время расставило все по своим местам. В 1996 году художнику было присвоено звание заслуженного работника культуры Бурятии. Во время работы в фондах Музея истории с 1985 года Бододалай Дугаров отреставрировал около 100 старинных танок буддийских икон, сохранив их для будущих поколений. Все это является для меня не только моим художественным или трудом художника, иконописца, или это является в основном научной работой, изучением работы старых мастеров прошлого. Согласно буддийской религии, художники должны были оставаться неизвестными. Общение с неизвестными мастерами прошлого позволяет художнику познать прошлое и создать новое. Две авторские работы иконописца закуплены Музеем истории Бурятии имени Хангалова, а всего на выставке представлено 28 отреставрированных танка и 9 авторских работ, а также 2 авторские танка Зарикто Дугарова, сына и ученика мастера. А у вас какое настроение сегодня? Отличное настроение. Сегодня наш праздник семейный и праздник работников Музея истории, потому что Бододалай же здесь работает. Это большой праздник, особенно для нашей семьи, для наших детей. Мы очень рады, что наступило такое время, что мы смогли показать его работу. До этого, конечно, мы не смогли, это все было неразрешимо. Я очень рада. Вот столько народу, чем вы это объясняете? Но это, по-моему, впервые вот за этот период, даже советский наш период, именно вот человек, родившийся в советский период, сделал выставку буддийской живописи. Это первая, я считаю, выставка. Поэтому это очень интересно. Все-таки люди в такое тяжелое время когда-то было, что он смог достичь очень большого. А можно поговорить о том, как вы встретились, познакомились и вообще? Ну, мы со школой дружим. Мы со школой дружили. Потом, когда я училась в институте, вышла замуж, мы поженились. И вот так до сих пор живем. Живем, по-моему, около уже 28 лет. А чем достигается счастье? Ну, это, по-моему, очень сложный вопрос. Но я считаю, у нас все-таки нормально. Дети нормальные. У нас 5 детей, 4 сыновей, дочка. 4 здесь, 1 еще далеко учится. А как вы их воспитывали? Строгости? Ну, нормально, как все. По бурятским правилам, этикетам, правилам даже, вот как сказать, по-буддийски, будем угол на этой основе. Ваш старший сын уже помогает отцу и дочь? Я считаю, он является его учеником, чуть ли не первым учеником. Сейчас он наравне с ним рисует. Но, конечно, еще мастерства еще больше надо достичь, чтобы до отца дойти. Но в его возрасте, надеюсь, что он так же, как отец, будет, может быть, даже лучше. А вот Бододалая Тидыговича какие творческие планы? Но он же является художником-реставратором. У него в музее очень много работы. Что реставрации это долго реставрируется, танки долго создаются, некоторые танки годами создаются, поэтому это Работы хватит. Работы на всю оставшуюся жизнь хватит. А вы как жена в творчестве ему как помогаете? Только духовно поддерживаю. А он музыку любит?
конечно, он любит, поет. Старинные песни, которые бабушка пела, он очень хорошо поет. Я вообще-то вышла замуж за инструктора райкома партии. И осознанно ушел. И, по заявлению ушел. Но это было в то время очень диковато, может быть. Ну, что сделаешь. По призванию, если что ему нравилось, он вырос в буддийской семье, поэтому, вот это, наверное, накладывается. А вы не боялись, как жена, что вместо инструктора партии вдруг ваш муж оказался гонимым властями? Но я его жена, я его спутница, поэтому считаю долг жены быть тылом всем, другом, никогда не предавать. Я всегда поддерживала все его начинания.